Здравствуйте, мои любимые подписчики, зрители моего канала и гости дорогие. Саламатсыз, менің тамашашыларым. Сегодня я решила вам показать, как я пеку торт черепаху. У всех разный рецепт, но я вам покажу, как я пеку. Для этого надо нам 6 яиц, но я беру 9, потому что у меня много детей. Сейчас вот так. Когда я маленькими порциями пеку, нам не достается. Поэтому я беру чуть побольше. Раньше, когда мои дети росли, у нас тортов не было в деревне. И я научилась печь черепаху. В садик относили, когда праздники, день рождения, в школу. И все удивлялись. Такой торт бывает, что ли? В городах, может, разные торты были, но у нас дети не видели в основном, когда росли торт. Поэтому всячески старались что-то готовить, где печенье, где коржики, где еще чего-то. Пироги, естественно. Хорошенько взбиваем вот так. Добавляю чайную ложку соды. Я никогда не гашу. И немножко соли, много не ложу. Добавляю стакан сахара. Добавляю где-то 200 грамм сливочного масла, можно и маргарин. Маргарин или масло размягченное в комнатной температуре. Хорошенько взбиваем. Можно и миксером, можно вручную. Сюда же добавляем муки. Чтобы вам было ясно, я хочу набирать на стаканы муки и посмотрим, сколько у меня уйдет туда муки. Так, стакан. Мука у меня высший сорт. Белый терем. 2, 3. Пока взбиваем, чтобы комков не было. Можно, конечно, миксером, но я привыкла вручную все. Ну, миксер, может, у тебя появится? Не знаю. Может появится, может нет. Расскажи про конкурс. Расскажи сама. Расскажи. Ты красиво говоришь. Хорошенько вот так перемешиваем. Вот так. Вот. Добавляю ванильный сахар сюда же. Пачка тут сколько-то грамм. 9 грамм написано. Это не только ванилин, а ванилин с сахаром. Я сама ванилин не люблю, но дети любят. Я могу и не кушать. Пусть дети кушают, радуются. О, вот. Тесто получается вот так. Значит, если берете 6 яиц, значит 2,5 стакана муки, по-моему, надо. Я думаю, так. Вот. Еще хорошенько перемешиваем. Сейчас будем выпекать из теста оладушки. Ну, можно сказать, маленьких пряничков.
Про конкурс. Мама участвует со своим хлебом. Маленький ролик сделали из домашнего хлеба, про домашний хлеб. Объявил конкурс Сталик Ханкишиев. Он известный российский кулинар, телеведущий, видеоблогер, автор нескольких книг, которые посвящены в основном узбекской и азербайджанской кухне. Мы смонтировали короткий 3-минутный ролик, где мама печет хлеб, и участвуем в конкурсе. Могу внизу в описании видео вам скину этот ролик. Можете поддержать лайками. Основной приз там идет, получается, книга авторская с автографом, естественно, и шикарный миксер. Вот. Он и миксер, он и тесто замешивает. Там столько насадок. Вообще классная штука. Я бы, конечно, хотела, чтобы ты выиграла. Тебе было бы проще и хлеб замешивать, и... Не знаю. Ну, может, тебе повезет. Не знаю. Повезет, дай бог, повезет. Не повезет, так не буду грустить. Не буду расстраиваться. Я привыкла вручную работать. Ты просто не пробовала этот миксер. Этот миксер нет. Но у меня же есть миксер. Но это не такой. Не такой, да. У меня простой очень миксер. Ты заслуживаешь лучшего миксера. Ой, спасибо. Ну, у тебя такой девиз, всегда ты мне говоришь, у родителей должно быть все самое лучшее. Да. Это моя Роза так говорит. Спасибо, конечно. Сейчас будем выпекать. Вот наше тесто. Смазываем противень. Выкладываем тесто на противень. Если даже неровно, не переживайте. Потом мы все исправим. И Москва тоже не сразу строилась. Все потихоньку. Выпекаем минут 10, наверное. Градусов 180-200. Вот так каждый год. Каждому ребенку я такой торт пекла. И на празднике тоже такой же торт. Кремы можно разные делать. Мой муж любил черепаху. Он сладкого не любил. Ни конфет, ни варенья не ел. А мой торт почему-то любил. Вот мне Андрей зять вот такие прихваты купил. Он жалеет мои ручки. Я же пользуюсь постоянно полотенцем кухонным. Вот. Он говорит, чтобы вам удобно было. Это, наверное, он купил мне специально, чтобы я ему побольше выпечки пекла. Вкусные. Ну, спасибо ему. Очень приятно мне, конечно. На твоем канале не все подписчики знают, почему Андрей тебе не помогает он во дворе с работой физически. Может, объяснишь вкратце просто, почему у тебя зять вот не помогает? Ну, больше года тому назад у Андрея на работе несчастный случай случился. Он работал сварщиком, и с высоты 6 или 8 метров он упал. Производственная травма. Ему 4 раза сделали операцию на позвоночник. И стенд поставили на почки. Его почти по крупицам собирали. Поэтому он никак не может приседать, нагибаться. Тяжело поднимать. Но он мне помогает. По-своему. Поэтому вы, пожалуйста, больше не пишите так, что он мне не помогает. Он мне помогает и морально, и материально.
Вот, я вам вкратце объяснила. Дети дома находятся, карантин никак не кончается. Когда кончится, не знаю. Очень тяжело дистанционно учиться. Очень. Дай Бог здоровья всем учителям. И чтобы сами учителя их учили. Это очень плохо, когда дети дома учатся. Дай Бог терпения нашим учителям. Какой труд у них тяжелый. Я теперь поняла. Тут с двумя не справишься. А там столько детей. У нас ведь и по 28 учениц учатся в классе. Бедные учителя. Вот, они пекутся. Еще один момент я вам не подсказала. Сюда же тесто можно класть 2 столовые ложки какао. И будет у вас вот такие прянички коричневыми, шоколадными. Я по-разному делаю. И такие делаю. Вот таких пряничков мы испекли. Они разные. Посмотрите, есть маленькие, есть большие, еще крупнее есть. Это не страшно. Самое главное, мы пекли. Сейчас нужен нам крем. Вот у меня стакан сметаны. Это 200 грамм, наверное. Вот стакан. Сейчас. Но мои любят, когда очень много крема. Пропитывается хорошо. Я 2 стакана ложу. Вам, наверное, стакан можно чуть больше стакана. У меня же не на 6 яиц, у меня на 9 яиц. Туда же надо где-то стакан, чуть меньше стакана, где-то 150 сахара. У меня на глаз, вы как знаете. Чуть меньше стакана. Сюда же кладем сливочное масло. У меня мягкое. Вот видите, какое мягкое масло у меня. Грамм 100 я кладу. Сюда же кладу я стандартная банка. Есть же сгущенка. У меня в запасе вот такие сгущенки. Кладем стандартную банку сгущенки. Кладем меньше чайной ложки лимонной кислоты. Можно не класть. Вот столько только. Моя любит, когда кисленький привкус немножко в креме. Поэтому я так делаю. Это хорошенько все перемешиваем. У меня есть поднос. Сейчас мы поищем голову и 4 лапки черепахи. Сейчас голова нам, который подойдет. Как вы думаете? Голова. Если ни одна не подойдет лепешка, то мы сделаем вот так. Вот голова у нас. Сейчас лапки надо 4. Вот маленькие лапки. Вот одна лапка. Вторая лапка. Третья лапка. Так, вот еще пойдет. Вот 4-я лапка. 4 лапки мы сделали.
И хвостик, наверное, нужен. Нужен. Хвостик тоже найдем сейчас. Какой бывает хвостик? Ну, заостренный, наверное. Вот такой? Пойдет? Пойдет. Так или так? Все равно дети сидят. Какой бы хвостик ни был, дети сидят. Сейчас мы берем лепешки вот эти свои, прянички. Макаем хорошенько крем. Вот голова у нас. Лапа первая, вторая лапа, третья лапка и четвертая лапка. А хвостик мы потом. Сейчас выбираем самых больших лепешек. Пряничков, лепешек. Хоть как можно называть. Так, вот. Тоже сейчас будем собирать форму черепахи. Ничего сложного, я думаю. Но время много уходит. А если стараться, и не заметишь, как сделаешь, когда любовью готовишь. Ты делаешь торт для самой первой внучки. Да, 22 года назад ты стала... бабушкой я стала 22 года назад. А как-то время идет. Ой, И ужасно. сколько тебе лет было? Ну, отнимай. 38. Угу. 38 лет я стала бабушкой. Ужас. Молодая бабушка. А я как радовалась. Ой. Я стала бабушкой. Всем охота говорить, что я бабушкой стала. Молодая бабушка. А когда ты с ней гуляла, все спрашивали: Гуль, ты что, четвертого родила? Да, да, точно. Я любила с ней гулять. В парк я ходила с ней, с коляской. Бывало иногда и на прием тоже, когда день здорового ребенка, тоже на прививки ходила сама. Роза по дому делала тогда что-то. Много чего делала. Не было тогда ни стиральных машин, ни памперсов. Памперсов вообще не было. Только Постоянно стирали. начинались, но это был такой дефицит, и использовали только один раз в месяц, в день здорового ребенка. Так. Теперь 22 года моей внучки. Она гордость моя, она умница. Как вы заметили, она красивая. Где они у тебя заметят? Ну, в твоем блоке же видели. Ну, тут есть твои подписчики. А, Не забывай. Да, да, точно. Ну, еще увидите. Она приехала, быстренько уехала.
Завтра она на работе, у нее завтра день рождения. Мы будем торт кушать, она будет работать. Ну что ж сделаешь? Обратите внимание, вот сверху маленьких мы кладем, которые поменьше. Уже мы округляем черепаху нашу. Я, конечно, люблю, когда крем, много крема. А когда глазурью накрываешь, вот этот глазурь не так выглядит. Потому что крем тут есть. Ну ничего, зато вкусно. Лишнее мы вот так бумажной салфеточкой убираем. Как говорит Роза, кремом черепаху не испортишь. И хвостик тоже кремом намажем. Вот так. А то скажут у мамы Гули, черепаха без хвоста. Это как-то неприятно будет. Непривычно. Ну вот. Вот форма черепахи. Вам видно, нет? Нам пока не очень видно. Пока не очень видно. Вот наша черепаха. Голова, лапки и хвостик маленький. Мы собрали. Сейчас делаем шоколадный глазурь. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 ложек молока. Примерно стакан сахара. Перемешиваем. Туда же добавляем какао. Тут у меня 100 грамм. Если нам молока этого мало будет, мы добавляем еще. Вот молока нам мало. Где-то 10 ложек где-то будет. И варим. Убавляем газ. Ну, где-то 10 ложек молока, 100 грамм какао. Но вам 7-8 ложек молока и где-то 70 грамм какао, наверное, надо будет. Сюда же кладем сливочное масло. Грамм 50 я кладу. Там где-то 30. Так как у меня на 9 яиц. Варим на медленном огне. Хорошенько перемешиваем, чтобы у нас и масло сливочное растаяло. Сейчас доводим до кипения. Шоколадом пахнет. Угу. Вкусно пахнет? Да, настоящим шоколадом пахнет. Да. Вот. Доводим до кипения. Когда торт делала я, когда дети у меня маленькие были, остается глазурь. Ой, как кушали. Думали, что настоящий шоколад. Ну, в то время не было ни конфет, ни шоколада, Ничего не было. Сейчас все есть, слава богу. Но вкуснее, чем твоя черепаха, торта нету. Не знаю, Нет, как нету. оценят мои подписчики. Нам-то нравится. Может, кому-то нет. Понравится. Я уже могу снимать. Вот закипает. Сейчас нашу черепаху Украшать будем. украшать будем. Заливаем.
Потом этот шоколадный глазурь застывает, как будто шоколад. А внутри наша черепаха. Когда застынет, все можно потихоньку убрать. Вот наша черепаха. Похоже, не похоже. Глазки тоже есть. Вот. Похоже, просто темно.